Больше года назад пришла весть из Всемирной организации здравоохранения. Пандемия COVID-19 бушует во всем мире. Новая коронавирусная инфекция какое-то время держалась за пределами Абхазии. Вскоре вспышка началась и у нас. Больницы были заполнены. Гудаутская центральная районная больница стала резервным госпиталем для больных с подтвержденным диагнозом COVID-19. В реанимационном отделе лежали по несколько тяжело больных одновременно. Не хватало рук. Однако сегодня здесь картина иная. Хотя врачи по-прежнему на дежурстве и находятся в красной зоне. С ними мы смогли связаться только по телефону. Последние 2 недели отмечается снижение уровня количества заболеваемости и обращаемости в наш госпиталь. Но это не означает, что надо отказаться от элементарных правил поведения для того, чтобы предупредить вновь вспышку и распространение коронавирусной инфекции. Надо обязательно продолжать соблюдать элементарные правила. Это дистанцию, это масочный режим, это ограничение пребывания в местах массового скопления людей, это элементарные правила гигиены рук. В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 33 пациента, из них 23 ковид-положительных, 8 человек в тяжелом состоянии, 15 в средней степени тяжести. И мы надеемся, что наш основной корпус больницы заработает в обычном штатном режиме, и инфекционный блок будет, конечно же, продолжать работать по приему и лечению больных с коронавирусной инфекцией. Но это произойдет только после снятия карантинных мероприятий и приказа Министерства здравоохранения. Ачимчирская ЦРБ начала принимать первых пациентов в октябре 2020 года. За время пандемии здесь было протестировано 5100 человек. Из них 1251 были ковид-положительными. Сегодня на стационарном лечении 5 больных, 3 из них средней степени тяжести. Стационарное лечение прошли у нас в нашем отделении 310 человек. Если это в целом за весь период нашей работы, хочу сказать, что вот в этом месяце наметилась тенденция к снижению подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Вот в марте, с 1 марта по сегодняшний день протестировано 276 человек. Из них положительных случаев 21. И если смотреть по стационару, то у нас на стационарном лечении в феврале месяце пролежало 22 пациента. Такая тенденция у нас уже была. Был некий спад в начале декабря, потом опять все пошло на возрастание, поэтому хочется, чтобы наше население не расслаблялось и помнило о том, что нужно также продолжать соблюдать все меры предосторожности. Количество людей, обращающихся в поликлинику и в больницу, уменьшилось ненамного, так как сейчас идет симптоматика сезонного гриппа, добавила Мадонна Кишмария. Ачимчирская больница работает в обычном режиме. Как и прежде, при поликлинике существуют кабинеты, которые занимаются забором биоматериала. 2 кабинета для детей педиатрические и для взрослых терапевтические, где принимаются пациенты с симптомами простуды. Одновременно работают все остальные консультативные кабинеты, и также ведется прием всех амбулаторных больных, в том числе и соматических. В Сухумской инфекционной больнице находится 21 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, 6 в тяжелом состоянии. В Гагарской ЦРБ 8 стационарных, из них 3 тяжелых, 5 пациентов средней степени тяжести. Самая благополучная ситуация в Тхуарчале. Здесь уже 2 недели не выявляли ковид-положительных, и в районе на сегодняшний день коронавирусных нет. Из Тхуарчалской ЦРБ на днях выписан последний ковид-пациент. Однако при необходимости инфекционное отделение будет принимать больных. Если у нас в стране болезнь пошла на спад, то на Европу обрушилась 3-я волна коронавируса. Во вспышке заболеваемости винят новые мутации вируса. Суточный прирост новых заболевших достиг рекордных показателей с начала февраля, что привело к возобновлению ограничений, комендантского часа и даже фактического локдауна в некоторых странах. В Италии ввели жесткие ограничения, опасаясь повторения трагичных событий прошлой весны. Ситуация весьма тревожна и в столичном регионе Франции. Здесь каждые 12 минут в отделении интенсивной терапии попадает 1 парижанин. Ограничения действуют и у нас, но в более мягкой форме. И все же мы должны понимать, что коронавирус никуда не ушел. Поэтому как минимум масочный режим и
соблюдения социальной дистанции остаются в силе. Сария Кварацхеля, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.